Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, с позволения Аллаха Субханаху ва Тааля, мы с вами продолжаем читать книгу изучения Ла Иляха Илляллах. И мы с вами на 3 главе Фадлу Ла Иляха Илляллах, достоинство Ла Иляха Илляллах. Даже если мы потратим всю жизнь на изучение Ла Иляха Илляллах, достоинство Ла Иляха Илляллах, Фадлу Ла Иляха Илляллах, то этого будет мало. Поэтому, иншаллах, мы в этой книге не очень удлинили, также не очень укоротили. Однако взяли середина, все доводы, слова Аллаха, его посланника и слова ученых на достоинство, указывающие на достоинство Ла Иляха Илляллах. И мы с вами остановились на хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который передается слов Абу Хурайры, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лах, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنات ومحيت عنه 100 سيئات وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». Муттафакун алейх. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто 100 раз в день скажет: нет истинного божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нету сотоварища, ему принадлежит власть и ему хвала, и он все может, он получит такую же награду, как полагается, за освобождение 10 рабов, и запишется ему совершение 100 добрых дел, и будут стерты записи о 100 его дурных делах, и послужит это ему защитой от шайтана в этот день до самого вечера, и никто не сможет сделать ничего лучше того, чего он сделал, кроме того человека, который сделал еще больше. То есть, если кто-то сказал 100 раз «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин кадир», нету никого лучше, кроме тот, кто сказал 101, либо 102, либо 120, либо на количество больше. И посланник Аллаха далее говорит: и кто скажет «Субханаллахи ва бихамдихи» 100 раз в день, тому будут стерты грехи, даже если они будут подобны пене морской. Хадис передали имам Аль-Бухари и имам Муслим. Это, валлахи, указывается на достоинство Ла Иляха Илляллах. Достоинство на зикруллахи аннаху вахидун ла шарика лаху. Это достоинство на указание того, что он един, нет у него сотоварища. Ради чего были созданы люди и джинны? Ради чего мы были созданы и ради чего мы должны жить и умереть? Из-за чего мы должны отдать свои жизни и из-за чего мы должны жить? Если у нас будет Ла Иляха Илляллах, мы должны жить. Если же у нас не будет Ла Иляха Илляллах, то мы считаемся мертвецами, как Ибн Мас'уд радийаллаху анху говорил: «Ман лам якун индаху ла иляха илляллах фахуа майит». Тот, у кого не будет Ла Иляха Илляллах, то есть он не будет муахидом, не будет мусульманином, не будет единобожником, то он наряду мертвых. Какая польза от этого? Какая польза от тела, в котором нету Ла Иляха Илляллах? Какая польза от жизни, в котором нету Ла Иляха Илляллах, в котором не действуется по Ла Иляха Илляллах, в котором не живется по Ла Иляха Илляллах, по принципам Ла Иляха Илляллах, по принципам основы религии? А это Ла Иляха Илляллах, это таухид, который мы обязаны изучать. Джинны и люди были созданы ради таухида, ради Ла Иляха Илляллах, ради того, чтобы мы поклонялись только одному Аллаху Субханаху ва Тааля, не приобщая к нему сотоварищей ничего. И также сообщается, что Абдуллах ибн Мас'уд радийаллаху анху сказал: «Кала ибн Нумейр, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة». Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто умрет, поклонявшись чему бы то ни было наряду с Аллахом, войдет в огонь. И Абдуллах ибн Мас'уд говорит: а я сказал: тот же, кто умрет, не поклонявшись ничему, что бы то ни было, наряду с Аллахом, тот войдет в рай. Это и есть религия. Это и есть та религия, с которой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан. Чтобы что? Как посланник Аллаха говорил:
«Я юханнас, кулу ла илляха илляллах туфлиху». «О люди, о народ, говорите ла илляха илляллах, и вы преуспеете». Не просто словами, нет, не просто словами, когда человек произносит слово, либо когда он читает намаз и говорит ла илляха илляллах, либо он читает, говорит «Ихдина сират аль-мустаким», «Наставь меня на сират аль-мустаким», на прямой путь, на путь ла илляха илляллах. Заканчивает намаз, выходит и сражается с теми, кто на пути ла илляха илляллах. Заканчивает намаз, выходит и начинает бороться с теми, кто на ла илляха илляллах. Разве это дуа ему поможет? Либо эта молитва ему поможет? Нет, он не соблюдает столпы, условия ла илляха илляллах. Он не живет по ла илляха илляллах. Он в намазе 17 раз в день в фараидах просит «Ихдина сират аль-мустаким». «О Аллах, наставь меня на сират аль-мустаким». Сират аль-мустаким хуа ла илляха илляллах. Сират аль-мустаким, прямой путь, это и есть ла илляха илляллах. Заканчивая свой намаз, он тут же что делает? Начинает обзывать, говоря «вахабиты», «салафиты», говорят «хариджиты», говорят там другими, вешая другие ярлыки. Это ему не поможет. Человек, который не живет с ла илляха илляллах, это ему не поможет. Простое произношение, либо просто знать то, что Аллах субханаху ва тааля един, этого недостаточно, чтобы человек зашел в рай. Этого недостаточно, чтобы человек зашел в рай. И также это же сообщение передается от Джабира, радийаллаху анху, который говорит: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел какой-то человек и спросил: «О посланник Аллаха, каковы два неизбежных последствия?» Вот вы просто обратите внимание на это. Человек приходит к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивает, говоря: «О посланник Аллаха, каковы два неизбежных последствия?» То есть либо в эту сторону, либо в другую. Нету иной пути. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто умрет, не предавая Аллаху сотоварищей, войдет в рай, а тот, кто умрет, предавая Аллаху сотоварищей, войдет в огонь. Вот два исхода. Вот два неизбежных последствия. И тебе решать, о дорогой брат, о дорогая сестра, тебе решать, из какой этой группы ты будешь. Из той, кто войдет в рай, либо из той, кто войдет в огонь. Нас'алуллаха аль-афа валь-афия. И нам решать. У нас есть одна жизнь. Мы перед Аллахом предстанем. У нас есть 20, 30, 40, 50 лет жизни в этом мире. В лучшем случае 60-70. А после этого расчет и вечность. Либо вечный огонь, либо вечное наслаждение, вечный рай. Выбирать нам. Действовать нам. Аллах дает нам взамен каких-то лет. Если человек реально поразмышляет, у нас от нашей жизни, если Аллах дал нам 50 лет жизни, то 25-30 лет из них проходит во сне. Остальные в заботах, в делах, в работе, в семье. И если поклонение посчитать, может быть, пару лет максимум выйдет. Либо еще над кем смилостивился Аллах, может чуть больше. И вот эти ничтожные годы променять на вечность, это, валлахи, это самая выгодная сделка, которая может быть вообще существовать в этом мире, либо в ином даже. Ада фаузун азим, как Аллах субхану ва тааля говорит, великое преуспеяние. И поэтому нам решать. Мы должны изучать и жить по ла илляха илляллах, чтобы мы были из тех, которые войдут в рай. А если же человек не изучает ла илляха илляллах, не практикует, не живет на ла илляха илляллах, это ла илляха илляллах ему не поможет, даже если он в день миллион раз будет говорить. И шейх Абдурахман ибн Хасан, рахматуллахи алейхи, говорит: ла илляха илляллах хия калиматул ихлас, ва калиматут таква, ва хия l'урватул вузка, ва хия l'ханафияту миллату Ибрахим алейхи салам, جعلها كلمة باقية في عقبه وقد تضمنت ثبوت الألوهية له تعالى ونفيا عما سواه. لا إله إلا الله, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, это слова искренности, слова богобоязненности, это самая крепкая рукоять, это урватуль вузка, самая крепкая рукоять, которая никогда не сломается. Это ханафия. Это религия Ибрахима, алейхиссалям, которого он сделал словом, пребывающим в его потомстве. Оно содержит в себе утверждение божественности одному Всевышнему Аллаху
и отрицание ее от всех, кроме Аллаха Субханаху ва Та'аля. Эти его слова передаются в Китабуль Иман шейха Абдурахмана ибн Хасана, рахимахуллаху джами'ан. И также сообщается со слов Абдуллаха ибн Амра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лучшая мольба – это мольба в день Арафа. А лучшее из того, что говорил я и пророки до меня, это слова «Ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть, и вся хвала Ему, и Он над всякой вещью мощен. Это хадис передал ат-Тирмизи и назвал его хадис Хасан. И Хафиз ибн Абдуль-Бар, рахимахуллах, говорит: в этом хадисе указание на то, что мольба в день Арафа лучше, чем мольба иного в иное время. И в этом также указание на то, что день Арафа лучше других дней. И в этом хадисе также указание на то, что все мольбы, или же большинство их в день Арафа, получают ответ. И также в этом хадисе указание на то, что наилучшее поминание Аллаха Субханаху ва Та'аля – это «Ла илляха илляллах». Это «Ла илляха илляллах». Эти его слова передаются в книге Тамхид. Ат-Тамхид. И завещание Хасана аль-Басри перед смертью – это завещание салафов этой уммы, лучших людей этой уммы после пророка и его сподвижников. Это завещание мужчин, которых мы до сегодняшнего дня вспоминаем, историю кого изучаем и за кем мы следуем. Это завещание Хасана аль-Басри, который перед смертью говорит: аль-Хафиз Абул Касим ас-Сахми, рахимахуллах, передал со своим иснадом от ас-Саади, рахимахумуллаху джами'ан: حدت حسن عند موته فقلت له أوصيني يرحمك الله فقال للكاتب اكتب هذا ما شهد الحسن بن أبي الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من شهد بهذا صادقا عند موته دخل الجنة. Я присутствовал при Хасане аль-Басре перед его смертью, либо же на его смертном одре. И я сказал ему: завещай мне, да помилует тебя Аллах. Завещай мне, да смилуется над тобой Аллах. Он говорит писцу: пиши. Это то, что свидетельствует Аль-Хасан ибн Аль-Пиши. Это то, что свидетельствует Аль-Хасан ибн Абу Хасан. Он свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. Кто засвидетельствует это правдиво, искренне перед смертью, тот войдет в рай. Эти его слова передаются в Тарихуль Хиджратейн. И также имам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, рахимахуллах, сказал: فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم إفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق للملك المقرب ولا نبي المرسل فضلا عن غيرهم فمن ذلك لا يدعي إلا إياه كما قال تعالى فمن ذلك لا يدعى إلا إياه كما قال تعالى وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر زبير أو عبد القادر أو غيرهما وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. Аллаху Акбар. Имам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб говорит: зная, что таухид, к которому призывали все посланники, от первого и до последнего, это посвящение абсолютно всех видов поклонения одному лишь Аллаху, без права на то, ни на приближенного ангела,
ни у посланного пророка, не говоря уже о ком-либо другом. И из этого то, что никому не взывается, кроме как к Аллаху, как Аллах Всевышний говорит, поистине места поклонения принадлежат Аллаху, так не взывайте же никому наряду с Аллахом. Если же человек поклонялся Аллаху днем и ночью, но затем обратился с дуа к пророку, или же к валиюллах, приближенному Аллаху, у его могилы, то он взял себе двух божеств, и он не засвидетельствовал «Ля иляха илляллах», что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Потому что божество – это то, к чему взывают, как это делают многобожники в наши дни у могилы Зубейра, или же Абдуль-Кадира, или же других. И также это, как делали раньше, у могил Зейда и у других. Эти его слова передаются в Ад-Дура Русания. И поэтому мы должны понять, дорогие братья, что все поклонения, которые существуют, должны быть обращены только к одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Если эти поклонения недостойны, либо же нельзя, недозволено, харам и ширком является направить на ангелов, либо же на приближенных ангелов, или же посланных посланников Аллахом, то что говорит о других? Что говорит о положении суфиев, которые взывают к каким-то умершим шейхам, каким-то грязным мушрикам? Поэтому поклонение должно быть посвящено только Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Поклонение должно быть посвящено только исключительно одному Аллаху Субханаху ва Тааля, не приобщая никого, ни посланников, ни пророков, ни ангелов, никто не достоин поклонения, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. И сказал Абдуллах ибн Мас'уд радийаллаху анху: «Валлаху аллади ла илляха илля гайрух, ма ядурру абдан юсбаху аля ал-ислами ва юмса алейхи ма асабаху мин ад-дунья». Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества достойного поклонения, не причинит рабу вреда, что постигнет в дунья заставшего утро и вечер на исламе. И валлахи, если мусульманин с живым сердцем, в котором есть ля иляха илляллах, который понял эти слова, который приближен к Аллаху Субханаху ва Тааля посредством ля иляха илляллах, татакаррабу илаллахи би ля иляха илляллах, тот, кто приближается к Аллаху Субханаху ва Тааля с ля иляха илляллах, он освобожден от этого мира, он освобожден от каких-то людей, он освобожден от кого бы то ни было, кроме как Аллаха Субханаху ва Тааля. Его все надежды, все упования, все нужды, все просьбы, все мольбы, все поклонения обращены только к Аллаху Субханаху ва Тааля. Это и есть высшая степень таухида, высшая степень муахида, который его сердце только что татааллаку билляхи раббил аламин. Его сердце связано только с Аллахом Субханаху ва Тааля, Господом этого мира. Это и есть стремление каждого муахида. Это и есть религия Ибрахима, алейхиссалям. Когда ангел пришел к нему, сказал: нуждаешься ли ты в помощи, как передается в некоторых преданиях, либо могу ли я тебя чем-то помочь? Он посмотрел, сказал: хасби Аллаху ва ни'маль вакиль. Достаточно мне Аллаха. Это же настолько должно быть таухид у человека. Это наш праотец Адам. Мы являемся его потомками. Он нам завещал, чтобы мы возвращались к ля иляха илляллах. Он за нас делал дуа, говоря, чтобы Аллах сохранил нас от того, чтобы мы поклонялись идолам или же истуканам. И также имам Ас-Сан'ани, рахимахуллах, говорит: «Анна Расулаллахи ва анбияаху мин ауалихим иля ахирихим бу'итhu ли дуа иль-ибади иля таухидиллахи. بتوحيد العبادة وكل رسول أول ما يقع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله وأن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله فإنها دعت الرسل أمها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها ولا مجرد قولها بلسان ومعناها هو إفراد الله بالألوهية وبالعبادة والنفي لما يعبد من دونه وبراعة منه وهو الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه
وَيُحَقِّقَهُ. Аллаху Акбар. Какие же прекрасные слова сказал имам Ас-Сан'ани. Поистине посланники и пророки Аллаха от первых до последних были отправлены для призыва людей к таухиду Аллаха Субханаху ва Та'аля, уединять Аллаха в поклонении. И первое, к чем звал свой народ каждый посланник, это было слова: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо у вас нет другого божества, кроме Него. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь же Его и повинуйтесь мне». И это то, что содержит в себе слова «Ля иляха илляллах». Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Поистине посланники призывали свою общину и к произношению этого слова, и к исповедованию ее смысла, а не только лишь к простому произношению языком. И ее смысл – это уединение Аллаха в божественности, в поклонении и отрицание всего, чему поклоняются помимо Него, и отречение от этого. Это основа, и нет сомнения в том, что содержится в этом свидетельстве. И нет сомнения в нем самом, и в том, что не исполнится иман любого, пока он не будет знать его и не будет осуществлять его. Эти его слова передаются в Тарихуль И'атикад в 34 странице. И иншаллах, я думаю, сегодня на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.